Спортмастер передал Ингушетии 5 воркаут-площадок в связи с празднованием столетия ингушской государственности. Всего региона за последние 3 года выделено 15 таких спортплощадок. Министерство молодежной политики и туризма занимается распределением площадок по населенным пунктам. Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Сумма штрафов за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке составит от 2 до 4 тысяч рублей с конфискацией для физлиц. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит до 30 тысяч рублей с конфискацией, а для юридических лиц до 600 тысяч рублей. Также Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете для лиц, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Максимальное наказание составит до 2 лет лишения свободы. В Горной Ингушетии с 11 по 18 августа пройдет 14-й международный фестиваль бейсджампинга «Легенды гор-2024». В программе фестиваля показательные прыжки со Столовой горы и горы Цейлон. Для гостей и участников фестиваля готовится насыщенная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по туристическим объектам, древним башенным комплексам в Джейрасском районе республики. На вакцинацию от полиомиелита в Карабулакской поликлинике собралась очередь. Все вакцины, а это живая и инактивированная, в Карабулакской поликлинике есть в наличии, запасов достаточно. Полиомиелит – инфекция, которая проникает в организм через пищеварительный тракт. Ее вирус способен сохраняться до 4 месяцев. Симптомы не отличаются от простудных: боль в горле, высокая температура, быстрая утомляемость. Полиовирус поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Медики предупреждают, вакцинопрофилактика защищает от тяжелых инфекций более чем на 90%. Ингушский политехнический колледж имени Арапиева продолжает набор абитуриентов по различным специальностям. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, общестроительных работ, оператор нефтяных и газовых скважин, разработка и эксплуатация зданий и сооружений, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Всего в этом году для абитуриентов доступно 8 специальностей и 3 программы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Современная материально-техническая база, квалифицированные преподаватели. В колледже есть все условия для развития профессиональных навыков. Прием документов продлится до 11 августа. Отбирать абитуриентов будут исходя из среднего балла в аттестате. В Ингушетии продолжаются конкурсы на лучшее личное подсобное хозяйство и фестиваль цветов. Участники удивляют своим трудолюбием. Одни выращивают красивые цветы и создают уют в саду, другие трудятся над тем, чтобы вырастить полезные овощи. Свое собственное хозяйство Урусхан Хамчиев с супругой начали вести более 20 лет назад. На тот момент они и подумать не могли, что труд на земле превратится в хобби всей жизни. В этом огороде есть все. 2 десятка кустов помидоров разных сортов, столько же огурцов, чуть дальше грядки с болгарским перцем, красной свеклой, кукурузой и картофелем. О конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство», инициированном главой республики для развития сельского хозяйства и помощь тем, кто трудится в этой сфере, семья узнала случайно. В этом году они намерены попытать счастье и выиграть приз. Планируют выращивать новые сорта плодов. Родители смогут получить со счета остатки мат-капитала. Семьям разрешат забирать остатки неиспользованного мат-капитала. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме, а окончательное принятие закона депутаты запланировали на 24 июля. Пока сумма, о которой идет речь, составляет 10 тысяч рублей, но в перспективе ее могут скорректировать. В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней. Документ опубликован в электронной базе Нижней палаты парламента 24 июля. В пояснительной записке говорится о том, что в условиях санкционного давления ремонтирующие автодилеры, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку. Сейчас время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, не должно превышать 30 дней. Сегодня Международный день заботы о себе. Он отмечается 24 июля по инициативе одноименного фонда, преследующего цель максимально возможно разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье. Принцип самопомощи, о котором говорят инициаторы, строится на том, что в первую очередь сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Эта самопомощь может проявляться в разных аспектах, от просвещения и расширения собственных знаний о здоровье до перехода на принципы здорового образа жизни, распорядок дня, правильное питание, здоровая физическая активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказ от вредных привычек. Организаторы праздника напоминают человечеству о том, что здоровье – основной залог успешности человека.